культуре разных народов есть свои истории и предания. Не находя толкования о погодном явлении, люди ссылались на мифологию. Что гром был из-за Зевса-громовержца, а пропажи кораблей из-за проделок Кракена. Но мы-то с вами знаем, кто не спосылает грозу на землю. Но есть ли мифология у чеченцев? Да, есть, и она богата своими историями и рассказами. Например, в греческой мифологии Зевс-громовержец приковал Прометея за то, что он даровал огонь людям. А в чеченской мифологии Села приковал Пармата в горе Башлам за ту же ошибку. Также в чеченской мифологии есть место и для драконов, на чеченском языке сярмик. В чеченской мифологии говорится, что был когда-то на земле царь Сартал, и он мог превращаться в дракона. Он был большим тираном, который не давал людям жить. И в то же время был рыцарь, его звали Солся, и он сразил его, дав людям покой и мир. В той стороне есть гора с очень интересным рисунком на поверхности. Говорят, что когда Всевышний забирал драконов с земли, гигантский дракон взмахом хвоста ударил эту землю на горе, из-за чего на горе осталась такая интересная борозда. Правда это или нет, знает только один Всевышний. Но также есть существо гораздо реальнее, чем драконы. Знаки его существования находят по всему миру. Фото, следы и видеоматериалы. В Америке это Йетти. В России его называют снежным человеком, а чеченцы называют его алмазом. Или по-другому Хвинсток. В неписанной истории говорится, что снежный человек когда-то был одомашненным, мог одомашниваться. Чеченцы использовали их как для охраны домов, пасти скот, для строительства и войн. После истечения определенного срока их отпускали в лес. Но есть история более реальная, чем драконы и снежные люди. Более 5 столетий назад жил человек, его звали Мед. Он был современником полководца Вохкола, а сам же он являлся сыном не менее известного предводителя Акмера. У Акмера было несколько детей, среди которых была дочь Эзни. Многие пророчили хорошую, счастливую жизнь. Однако все сложилось не так, как ожидалось. По неизвестным причинам она умерла еще в молодом возрасте. Эзни была такой красоты, что люди приходили посмотреть на нее после смерти. Обработав камни в Тушетии, Акмар сделал на скале высоко в горах склеп, чтобы похоронить свою дочь. О ее красоте слагали легенды, а люди пророчили счастливую жизнь. Однако все сложилось не так, как ожидалось. По неизвестным причинам она умерла, еще в молодом возрасте. Чеченская мифология вдохновила писателей к созданию сказок и разных литературных произведений. Она и вправду интересна. Что же правда из этого, а что нет, знает только один Всевышний. Вы были на канале Деймохк Онлайн, подписывайтесь, и вас ждет больше интересных историй.